Все 6 команд на построении идут под названием фронта, за который играют. Карткировская спортшкола «Юность» представляет Калининский. Вынуждена победить. Очень хочется победить, очень хочется хорошо сыграть. Первый, второй и третий белорусские – Калининский, Ленинградский, Волховский. Именно на этих фронтах воевало больше всего выходцев из Коми. И именно поэтому за них ныне выступают юные футболисты. Прилузии на турнире представляют сразу 2 команды – Летки и Обячево. И их считают главными фаворитами. Мы благодарим всех тех, кто собрался сегодня и приехал на этот турнир, посвященный памяти наших дедов, чье мужество, героизм, стойкость, беззаветная любовь к родине сегодня дала нам мирное небо над головой, чтобы мы жили в нашей великой, красивой стране Россия. Первыми на газон выходят хозяева поля, команда Визинги и ребята из Кайгородка. Игра с первых минут обещает быть интересной, но уже в начале становится понятно. Явное преимущество за Кайгородком. Как и доказательство, первый тайм заканчивается со счетом 1-4 в пользу гостей. Защита плохо сыграла. Не настолько аж плохо. Были ошибки. Возможно, немножко атака. По такому же сценарию игра шла во втором тайме. Кайгородцы сыграли практически без ошибок и выиграли 6-1. Кайгородский район немножко поопытнее ребята, ребята чаще принимают участие в соревнованиях. Хотя в начале сезона, в принципе, преимущества нивелируются, но все-таки они немножко помастеровитее и поудачливее были в атаке. Вторыми на поле выходят Прилузье-2 и Карткирос. Между ними разворачивается нешуточная борьба. Получилось забить свои моменты, не пропустить в первую очередь. Вот пока это так идет. Игра еще не закончилась, так что рано делать выводы. После игр всех игроков и болельщиков ждала солдатская каша с чаем. Полевая кухня МЧС развернулась прямо рядом с футбольным кортом. К слову, каждый участник соревнований получил благодарность и георгиевскую ленту. Мы вообще считаем, что надо прекратить практику раздачи георгиевских лент. Георгиевские ленты, они похожи на орден славы, они похожи на медаль за победу над Германией. Они должны получать и награждаться за общественно-патриотические значимые мероприятия. Победил в турнире, получил ленточку. По итогам турнира сильнейшей стала команда из Летки Прилузского района. Второе место у игроков из Обячева, третье у Сыктывдинского района. Отдельными кубками поощрили и лучших игроков. Их судьи определили в каждой команде. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган.